Несмотря на то, что национальная валюта лучше всех укрепила свои позиции по сравнению с валютами стран СНГ, большинство экономических экспертов высказывают мнение, что укрепление кыргызского сома ничем не помогает местным экспортерам. Наоборот, импортируемые из России и Казахстана товары стали дешевле, и Кыргызстан ничего не получает от членства в ЕАЭС. Кроме того, они уверены, что у страны с каждым годом уменьшается платежный баланс. Подробнее об этом расскажет нам моя коллега Марина Мадамбекова. Марим, какие в целом факторы влияют на укрепление и стоимость кыргызского сома? Спасибо, Наталья. Эксперты отмечают, что до середины осени наблюдается укрепление местной валюты. Способствует этому сбор и сдача урожая, а также завершение туристического сезона, особенно на Иссык-Куле, а также забой скота, продажа которого обычно которая продается в соседние страны, пользуется спросом. Кроме того, денежные переводы рабочих мигрантов также оказывают ощутимое влияние на стабильность национальной валюты. Я отмечу, что важным является тот факт, что значительная часть денежных переводов приходит к нам не в долларах, а в рублях. И по мнению экспертов, в последнее время рубль и сом практически сравнялись, и переводы по своему стали значительно слабее влиять на экономику Кыргызстана. Если в момент введения национальной валюты 24 года назад доллар стоил 4 сома, то сейчас его отметка доходит почти до 70 сомов. И при этом, если несколько лет назад население Кыргызстана отдавало предпочтение свою доллару, евро, рублю и тенге, то в последнее время особой популярностью пользуется юань, вытесняя последние две валюты из валютного рынка. Кроме того, для укрепления национальной валюты эксперт Денис Бердаков считает, что он предлагает осуществлять девальвацию сома, поскольку это поможет решить несколько задач. К примеру, это повысит конкурентоспособность местных товаров, а также реэкспорт, и увеличит денежные переводы рабочих мигрантов, трудящихся в России и в Казахстане. Также со своей стороны эксперт в области банковской сферы считает, что для начала необходимо Кыргызстану, банкам точнее, выдавать кредиты в национальной валюте, а не в международной валюте, как это делается сейчас. Марим, объясните, пожалуйста, почему эксперты говорят о том, что укрепление национальной валюты ничем не помогает экспортерам? Чем они подкрепляют такое утверждение? Эксперты высказывают мнение, что Кыргызстан имеет отрицательный платежный баланс, и который с каждым годом только ухудшается. По их мнению, это оказывает ощутимое давление на обменные пункты. В качестве рекомендаций эксперты предлагают увеличить объем экспорта, а также при этом сократить импортные операции. По мнению экономистов, вступление страны в ЕАЭС никак не помогло местным экспортерам, как этого многие ожидали. Наоборот, импортируемые товары из России и Казахстана стали намного дешевле. Однако финансист и экс-глава Нацбанка Улан Сарбанов опровергает такое мнение. По его мнению, у курса сома режим плавающий, и это позволяет автоматически регулировать ее эффективность. И он считает, что девальвировать сом из-за нескольких сотен экспортеров неправильно. В качестве примера он приводит то, что как быть с бюджетниками, пенсионерами, число которых превышает в разы. И он считает, что девальвация сома никак не поспособствует выходу из ситуации. Марим, Нацбанк в последнее время часто пытается стабилизировать курс сома интервенциями. Скажите, насколько эффективны такие меры? Экономисты считают, что Нацбанку не стоит систематически проводить интервенции, валютные интервенции, поскольку это нереально. Они считают, что в качестве рекомендации дают то, что они могут сглаживать какие-то определенные колебания в период паники и страхов, которые вызываны в обществе. Также эксперт Дастан Умурканов считает, Умуралиев считает, что для поддержания сома это плохая идея, поскольку Нацбанку придется снова и снова приобретать валюту, и не следует искусственно сдерживать курс сома, необходимо ее отпустить, как это делается в соседних странах. К
примеру, Джумакадыр Акинеев считает, что если главный регулятор не будет этого делать, то в стране резко возрастут цены на потребительские товары, что вызовет опять-таки определенные трудности. И он также высказывает мнение, что потребительский рынок сейчас довольно насыщен, у страны нет каких-то недостатков в плане обеспечения товарами, дефицита точнее. И, к примеру, с соседними странами, с Россией и Азербайджаном у нас пока нет дефицита товаров. И если отпустить все же курс доллара, то цены на товары, возможно, возрастут до 200 сомов. И тем временем другой эксперт считает, что, к примеру, в Таджикистане курс самони опущен. К примеру, у них курс самони в свободном плавании, и сейчас таджикские власти пытаются создать некий валютный коридор, что приведет, опять-таки, таджикские эксперты высказывают, к тому, что возникнет, точнее, расширится черный рынок. Спасибо, Марима. Я напомню, что о стабильности кыргызского сома мы поговорили с моей коллегой Маримой Маданбековой.